Белорусам свободу, долой Луку урода! Белорусам свободу, долой Луку урода! Белорусам свобода, долой Луку урода! Белорусам свобода, долой Луку урода! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Слава Україні! Героям слава! Разом і назавжди! 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 Лукашенко терорист! Шановные сябры, маленькая объява. К нам во Львов приехал Вячеслав Симщик, лидер Руха за солидарность и свобода. Он хочет сказать несколько слов белорусам Львова. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Шановні сябри, по-перше, великий дякую за те, що во Львові відбуваються ці щотижневі акції. Я маю великий гонор передати вам самые лепшие слова і привітання і від білорусів Києва, і від білорусів Варшави, які щотижнево так само виходять, бо це наша огульна боротьба за праві і свободи білоруського народу. І тільки разом ми можемо допомогти тим людям, які змагаються в Білорусі в вельми тяжких умовах. Я думаю, що ми всі тут однакові. Я думаю, кожному з вас тяжко чути новини від знайомих, бо в Білорусі сьогодні відбувається гуманітарна катастрофа. І я прилетів в Київ з цією простою метою. Поспробую зробити все, що від мене тільки залежить, по трьох керунках. Это забитые лукашенковскими карниками люди. И на великий жаль, я не думаю, что у меня отрымается вырвать имены белорусских героев с этого ГБшного небытия. Бо вы все чудовно разумеете, что лукашистско-путинская банда забила уже достаточно много людей. На великий жаль, сегодня мы ведаем имены только 16 человек. По другому керунку, там так само вельми ганебно, потому что вы ведаете, что розница поміж офіційною кількістю політв'язнів і кількістю білорусів, які сьогодні з'являються політв'язнями і знаходяться в жахливих умовах, в тюрмах, у нас розниця на порядок. І так не повинно бути. Ці імена ми мусимо разом вирвати з небиття, в яке заганяють гиб'є Лукашенки цих людей. Третій накерунок – это катование. Потому что на великий жаль в турмах сегодня катование практично есть умовами утримания. Я сподіваюся, что копить силов поменять ту решительность, яку вы бачите в СМИ по этих двух опошних накерунках, бо это життя, здоровье, лёсы людей, а мы с вами. Беларусь – это зовсім не та банда, яка керує сьогодні нашим народом. Що єдина оборона Білорусі – це люди Білорусі. Бо це такі ж люди, як ви. І люди мусять бути міцніше нелюдьми. В Києві минулу неділю відбувався марш пам'яті героя Білорусі Вітальда Шурка. І там, коли виступала старшиня Руха солидарности разом Алена Толстая на митингу. И она сказала, что 22 соковика 2019 года и она разом с Витальдом брала землю с горы Гедомина, там, где был похован и Костусь Калиновский, и Зигмунд Сираковский, и все остальные повстанцы Костуся Калиновского. Вы пам'ятаєте той суд, в той час, коли над Беларусью нависла знову навала всходняя, сама гора Гедемина открылася, и первым вышел Костусь Калиновский. И 22 соковика, на той страшный день, коли оккупанты снішали керівника повстання, белорусам была раздадена земля с его могилой. И Витальд Шурок повез эту землю себе на Литчину. Вот там ставил крыжи своих попередников для того, как смешать
землю на гэтых могилах неведомых героев до этого часу. Землей кіраўніка повстання. А Алена Толстая повесила эту землю сюды во Львов. Потому что 8 вересня 19 года на Лычагівскім свинтары, а там похованы так само наши герои. Там есть помник кіраўніку повстання Витебской земли Шендовского. Там далее могилы повстанцев Костя Калиновского. И земля с Вильни была смешанная с Львовской землей. Потому что мы стоим вокруг одного и того же города. Это город ясный и зрозумелый. Это российский империализм. И заповедь Костя Калиновского вам еще треба будет виконать. И это количество будет. Я вельми прошу вас, об тем же, об чем я просил белорусов Киева, когда первый раз выступал на Майдане Незалежности, это было 2 тижні тому назад. Я казал и про белорусского героя Витальда Шурка, и, дякую Богу, акции в Киеве были вельми нормальные. Они были людские, и Украина могла побачить, что Беларусь и сегодня мае своих героев. 13 липня будет годовина гибели Миколы Ильины. Это герой Украины. Это герой Беларуси. Это громадянин Эстонии. Коли была площадь Костя Калиновского в 2006 году, апошние мои вспомины об этой площади, это как раз Микола Ильин, який лежал. Площадь Калиновского – это центральная площадь города Минска, якая была людьми переименована. Площадь Костя Калиновского уже в далеком 2006 году. И как раз в апошний день, когда мы еще стояли, а мы обороняли площадь Костя Калиновского только одним, что есть у белорусского народа – людьми, своими телами. И апошнее, что я памятаю про эту площадь, так лежит Микола Ильин, якому разбили голову. Потому что твоя банда, яка керует Беларусь, она звіриная. И они не дозволяли сделать простую речь. Они не дозволяли поставить на этой площади аніводної прибиральни. И вот в апошнюю спробу привести к этой прибиральне 23 соковика 96 года спецназовцы просто размолотили голову Миколу Ильина. И он уехал сюда, в Украину. Удельничал еще в первой кампании протяг площади Костя Калиновского. И поехал по квоте, який дал эстонский уряд белорусским студентам, які змагалися за правы и свободы белорусского народа. И все у него было добре в Эстонии. И он отримал громадянство, и он зробил себе фирму, а еще он приехал в Украину, и он не хотел забивать. Тому он стал медбратом. И летось 13 липня 2020 года абсолютно подло его забили на Донбассе, потому что он шел просто за телом Матвеха по домовленности с орками. И в вынику забили Миколу Ильина. И он заповел, покинул заповед. Как его прах был развеян над 3 краинами: Эстонией, Белоруссией и Украиной. И это было зроблено. И нам вот сегодня, коли в Беларуси, сапраўды, эта банда спробует подавить апошние уже порешки воли белорусского народа, треба разуметь, что это практично нелюди, які пригнетают наш народ. И супростоять нелюдям могут только люди. Тому я прошу, как в этот день во Львове была замовлена имша в память героя Беларуси, героя Украины, громадянина Эстонии Миколы Ильина. Вы же разумеете, что человек 2006 года не имел возможность вернуться до себя на батькушку. Это по-человечески страшно, так не повинно быть. И просил бы так, кто может, прийти на эту имшу.
Есть еще одна просьба. Рух солидарности разом во Львове традиционно проводил, начиная с 2011 года, несколько акций в год. Починали мы 8 вересня 2011 года, ровно 10 годов тому назад. Тогда такая великая делегация Руха солидарности разом приехала с Беларуси. Тут было шмат акций во Львове. Починалося все знову з Лисягівського цвинтара. Я звертаю увагу на то, что в этой делегации был Олесь Пушкин. Это один из тех политвязней сегодняшних репрессий, которого по прозвищу повинен ведать. Тому вельми великая просьба поглядеть в интернете, как это нами робилося по этой акции 8 вересня, День белорусской войсковой славы, и 27 листопада, День героев, День Слуцкого повстания. И оно завсёды отзначалося во Львове нашими высылками все опошние 10 годов. И 8 вересня будет такий юбилей. Я думаю, что зараз вы разумеете самое главное, что нельзя допускать, что вот эти люди, Лукашенко, кировники силовых структур, которых вы ведаете, люди, які им подпорядкуються, далее протягивали, забивать и мордовать Беларусь. Завсёды, коли мы проводили акции во Львове, их подтримливали просто или мовями. Я вельми сподіваюсь, что все лето, в зв'язку с тем, что теперь белорусы во Львове шмат этой акции отримают такой розголос, что их немагчыма будет замолчать. У нас с вами есть один только обовязок перед белорусским народом. И мы повинны быть солидарными с Беларусью и с белорусами. И показать это можно только в одном, что мы моцный народ, что у нас есть своя история, что у нас есть свои герои. Это все правда. И коли мы выстоим, коли мы підтримаємо тих людей, які сьогодні щоденно змагаються за Білорусь, то буде виконана головна мета і Костуся Калиновского, и Витальда Ашурка, и Миколы Ильина, и десятков тысяч інших белорусских националистов, которые отдавали свое життя поколение за поколением, только для одного, как Беларусь была вольной, демократичной, заможной краиной. И, шановные мои, верьте в Беларусь, верьте в белорусский народ, верьте в себе, бо вы варты того, как Беларусь была такой, как мы все хочем, а хочем мы одного. Тому живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Дякую велике! Живе Беларусь! 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 Одне питання. Це народ з Білорусі чи місцеві? Ні, це все громадяни Республіки Білорусь. Білорусі. Так. Хороші ви люди Білорусі. Так, хороші. Але ви дуже м'які. Ми толерантні, робота нас підводить. Але у нас побач знаходяться брати сапраўдні, які показують, як необхідно робити доставку.
Вітання усієї Грушівки. Супер! Орловка! Привітання Зеленому Бору і Вожикам. Серебрянка. Привітання. Бобруйськ! 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 Могилев! Привітання Могильову. Могилев, Брест! Сябри, ми вас вітаємо! Кам'яна Горка, Мінськ, я з вами! Новоградщині, вітання! Ангарська, вітання! Гомелю привітання. Гомель, привітаємо! А ви ведаєте, що з Гомеля зараз до України 3 дня льоту? Є, так. Мінщина! Же! 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 Живе! Берестейщина! Живе! Живе! Сябри, я ж...